Павлов, автор программы культурной политики, як на полусурьезно говорю, гуманитарных технологий и ядерный реактор. Основальник агентства гуманитарных технологий, один из основальников Лятушевого университета. Это довольно долгий послужный список. Я сподіваюся, що коли хтось яшчэ його не ведае, то вы можете даведацца про яго ці у самого нашага лектара на прыканцы, ці ў інтэрнэце. Але ж для нашай сённяшняй лекцыі, для нашай сённяшняй размовы вельмі важна менавіта гэтая самая філосафы метадолог. И программа культурной политики, якая в 1994 году была объявлена в Беларуси и реализуется весь этот час Владимиром Мацкевичем, его поплечниками и теми институциями, которые были створені в этом процессе. Чому это важно менавіта для нашей сегодняшней встречи? Потому что, до речі, само это значение, философ, методолог, довольно недавно прижилось в Беларуси, и мы нават прикладали некие намагания, как это прижилось. Каким только Владимир Владимирович не называли за часы его працы и основания життя в Беларуси. Журналистом, политиком, аналитиком, политологом. И это не просто так, потому что, на самом деле, Владимир Владимирович человек, который, напевно, затронул своей деятельностью максимум махчимых сферов у политичном и социальном житті Беларуси. И звязано это, я думаю, худшее с его особистыми якостями, потому что сам он себя считает человеком, лечит себя человеком ленивым и интровертированным, а худшее с самой сутностью программы культурной политики, якая есть программа социально-политических змен в Беларуси, и уявлениями промышленности. Культурная политика это так само новый этап методологии, и не какой такой себе методологии, а системно-судейностного подхода, распочатого еще в советские часы. И мы лечим, что культурная политика это новый этап этой методологии, и мая своим клопотом и основной сферы своей деятельности как раз клопот промышленности. Мы маем свои незвычайные для когось уявления про это мышление, и они связаны, по-первых, с тем, что мышление потребует деятельности, хоть и потребует практики, и тому не маючи практики немагчыма мыслить. А по-другое, с тем, что мысление это заўсёды праца, заўсёды такая спроба досягнуть межу нашей веды, межу того, что мы ведаем, межу того, что мы уже помыслили. И, когда отрымается, перевести за это межу. Тому в этом сенсе все заходы, все темы, все наши разваги про Беларусь, они мають, по-перше, глобальный довольно контекст, потому что сам Спадар Мацкевич стверджает, что мыслить такие уникальные объекты в Беларуси можно только глобально, а по-другое, заўсёды сягаюць на эту вельмі амбітную задачу дойти до таких самых межаў вядома, выйсці за іх. И наша сегодняшняя лекция, якая ладится у цикле «Уявляючи Беларусь», ідеї вобразу для супольної будучыні, яка была распачата Лятушевым універсітетом і міжнародним консорціумом Євробеларусі. Яшчэ вясною гэтага года, зараз мы яе працягваем. Яна таксама накіравана на гэтай задачы і на гэтую спробу памысліць тое, чаго мы яшчэ не ведаем, тое, чаго яшчэ не памыснаем. Сённяшняя лекцыя па назве не вельмі лёгка пра гэта здагадацца, але ж яна разварочае, спадзяюся, будзе разварочваць, некие новые, проблемные, сучасные представления про человека, про антропологичную перспективу, якой мы, до речі, у Лятушевому університеті, агентстві гуманітарних технологій, вельми щільно займаємося опошні некалькі год. На гэтым я з задавальненнем передаю микрофон Владимиру Владимировичу. Спадзяюся, что провокацыйны заход и провокацыйная назва гэта не только такая себе просто заявка, а мы все с вами разным нашим лекторам сегодня доберемся до этих самых межаў, а магчыма досягнем на их хотя бы чуть-чуть. Ну, спасибо тебе. Ты знаете, вот готовишься, бывает, к лекциям, готовишься, придумаешь первое слово, первую фразу, а потом во вступлении скажут что-нибудь такое, после чего первые слова становятся совершенно неуместными. Ну да. Вот, то есть начинать я хотел с одного, но сейчас понимаю, что, в общем, так не получится. Потому что я не знаю, как правильно, хорошо
читаются публичные лекции. Я вообще люблю ходить на публичные лекции. Я через них познакомился в свое время с очень многими людьми, оказавшими на меня самого достаточно большое влияние. И если бы не эти лекции, я бы никогда о них не узнал, потому что о них не писали в газетах, не показывали по телевизору. Это скорее были люди, известные в узких кругах и в андерграунде таком советском. Антисоветское, советское мышление такое. Вот. И когда я размышлял о том, не о том, что я собираюсь рассказать, а о том, как мне это сделать, я вспомнил об одной фразе, которую как-то давно встретил в интернете, а потом она попадалась мне на глаза, не так чтобы часто, но время от времени. Она полушутливая фраза, но я попробую о ней сейчас поразмышлять. Она звучит примерно так. Мой мир больше никогда не будет прежним. Так иногда эмоционально интернет-пользователи, всякие чатлания, форумчане и пользователи социальных сетей реагируют на какую-нибудь новость, какое-нибудь известие, которое якобы производит на них какое-то впечатление, потому что чаще всего эта фраза используется в таком шутливом ключе. Но я попробую отнестись к ней всерьез и начать рассуждение с этого. А что значит «мир не будет прежним»? О каком мире, если всерьез отнестись к такой фразе, о каком мире идет речь, может идти речь? Понятно, что человек реагирует на то, что он только что узнал таким образом. Узнал он нечто о мире, и то, что он узнал, в мире было. Поэтому мир-то не изменился от того, что человек что-то узнал об этом мире. Мир как был, так и остался. Просто человек видел его, скажем, до этого известия, до этой новости каким-то образом, а потом стал видеть другим образом. Тогда, если всерьез, опять же, относиться к этой фразе, что это за мир, который больше никогда не будет прежним? И в самой фразе содержится объяснение этого. Мой мир. Мой мир. То есть мы можем говорить о наличии как минимум двух миров. Это мир, который совершенно не зависит от человека, что он есть, что его нету, что он знает об этом мире, чего он не знает. И настолько не зависит, что если человек помрет, то в этом мире ничего не изменится. Все люди смертны, все помирают, а мир остается, продолжает существовать, продолжает меняться, развиваться или деградировать, это уже как кому нравится. А вот другой мир, который почему-то люди могут называть «мой мир». Что это значит вообще «мой мир» и имеет ли право на существование такое выражение «мой мир». Наверное, если бы мы знали только марксистскую философию, мы бы сказали, конечно, это отражение мира, которое существует в сознании. И, конечно же, как всякое отражение, оно вторично по отношению к этому миру. Я не стану вдаваться в эту проблему, что первично, отражение или мир. Я все-таки сосредоточусь на изменении мира. Мир никогда не будет прежним. И вот когда я думаю о тех лекциях публичных или там каких-то выступлениях, текстах, которые я прочитал, которые мне нравятся, которые я считаю достойными и правильными, это те ситуации, редкие ситуации в истории, про которые я сам мог бы сказать:
И я себе такое говорил. После этой лекции, после встречи с этим человеком, после встречи с этой идеей, мой мир никогда не будет прежним. И тогда хорошая лекция, публичная, да и не только. Это такая, когда в аудитории среди слушателей хотя бы один человек всерьез, а не иронично, сможет сказать, что после этого его мир никогда не будет прежним. Но как только мы всерьез к этому отнесемся, то тогда нужно порассуждать о том, ну а что значит прежний мир и тот, который уже никогда прежним не будет. Что, собственно, должно измениться такого, чтобы мы могли сказать о кардинальном, фазовом переходе. Вот был такой мир, а вот стал другой. Скорее всего, ни один новый факт, ни один новый тезис, формула или еще что-нибудь не способны произвести такую кардинальную, фундаментальную смену мира. Я предполагаю, и постараюсь этого предположения держаться дальше, что речь идет о смене подхода, смене взгляда в самом широком смысле этого слова. Смене, которая меняет человека, его сознание, а если это меняет человека и сознание индивидуального человека, то это не может как-то не сказываться на целом мире, на том мире, который существует независимо от того, что человек про него думает, и вообще жив ли человек или не жив, или мертв, или не родился. Поэтому вот эта вот кардинальная смена взгляда, подхода, установки по отношению к миру является искомым или является тем, что мы ищем в мышлении, когда этим самым пытаемся заниматься или пытаемся к этому причаститься. И при этом к вот такому переходу, к тому, чтобы мир в какой-то момент перестал быть прежним, нельзя подготовиться. То есть вы не можете прийти и сказать: я иду на лекцию, я иду на какой-то учебный курс, я иду в какой-то университет для того, чтобы поймать вот этот момент, что мой мир никогда не будет прежним, или что мир вообще никогда не будет прежним. Мы приходим с привычными установками, с количественными целями, то есть прирастить немножко знания, прирастить немножко понимания, познакомиться с новыми людьми, с новыми идеями, что-нибудь такое, но не ожидаем встречи с фактом вот этого изменения мира. Поэтому, если к этому нельзя подготовиться, значит, то есть нельзя подготовиться к этому одному индивидуальному человеку, а можно ли подготовиться к этому человечеству, большому субъекту, который является субъектом цивилизации, культуры, и в нашем методологическом понимании является и субъектом мышления. Потому что мышление не привязано к мозгу, к индивидуальному человеку. Мышление интерсубъективно, и это то, что возникает между людьми. И для мышления необходимо как минимум 2 человека. Значит, про человечество. Может ли человечество подготовиться к тому, чтобы мир никогда не был прежним? Или что он не будет прежним? И вот размышление, как раз отталкиваясь от этого вопроса, выводит меня на группу понятий и категорий, которые я употребил в названии этой лекции. Люди, машины и животные. И, как Оксана в своем вступительном слове охарактеризовала это
То есть речь пойдет об антропологической перспективе, то есть о перспективе, о будущем индивидуального человека и человечества. И это будущее в той или иной степени, рано или поздно, можно будет охарактеризовать этими словами: мир никогда не будет прежним. А что должно произойти в этом мире, или что мы должны узнать об этом мире, чтобы ошарашенно самим себе заявить, что мир никогда не будет прежним? И вот некоторые идеи, которые у меня есть по этому поводу, вчера здесь же, на этом месте, озвучивал Владимир Васильевич Галенков. Он где-то там пришел, вот он стоит сбоку, в своей лекции про искусственный интеллект. Я не могу не вспомнить об этой вчерашней лекции и сделаю предположение, что если работа Галенкова закончится успехом, я не знаю когда, завтра или там через год, мир никогда не будет прежним. А что это значит? Если в мире появится искусственный интеллект. До сих пор люди весь комплекс понятий, категорий, явлений, связанных с мышлением, относили только к человеку. Человек мыслит, человек понимает, человек принимает решения, человек воображает, творит и так далее. Ничего этого никто, кроме человека, в мире не делал. Ну, если мы не вступаем в область богословия и религии, там к человеку присоединяется еще Бог, который может все то же самое и даже больше. Мы говорим о мире людей. Так вот, люди никогда не имели дела ни с чем, что наделено вот теми характеристиками, теми свойствами, которыми мы характеризуем человека. И если вдруг Галенков закончит свою работу, и появится искусственный интеллект, это значит, что нам, чтобы помыслить, придется вступать в отношения не только с людьми, но с машиной, которая тоже мыслит, которая тоже творит, которая тоже чего-то хочет, которая может о себе рано или поздно тоже сказать: мой мир никогда не будет прежним. А если у нее тоже, у машины будет свой мир, отражение того мира, в котором мы считали себя единственными, мы не сможем оставаться прежними, даже если ничего об этом не захотим знать. Поэтому вот вчера Галенков и рассказывал, что есть люди, которые сейчас пишут петиции, собирают подписи для того, чтобы запретить исследования в области искусственного интеллекта. Я понимаю, что такие петиции, такие запреты ничего не дадут. Лудизм или борьба с машинами любого типа, в общем, всегда заканчивалась победой машин. Точно так же люди пытаются бороться с генно-модифицированными продуктами, там, с генной инженерией и так далее, но пока мой мир остается прежним, из того, что я знаю про историю, никогда не удавалось остановить то, чем занимаются ученые, мыслители, разрабатывая какие-то вещи, которые делают мир не похожим на прежний. Это и огнестрельное оружие, это и книгопечатание, паровозы, интернеты и так далее, которые в какой-то прекрасный или, наоборот, отвратительный момент делали мир не похожий на прежний. И вот эта вот угроза, если хотите, угроза того, что мир никогда не будет прежним, если появится в мире искусственный интеллект, побуждает некоторых людей, писать или подписывать эти петиции. Я не знаю, среди присутствующих здесь людей кто-то готов подписать петицию о запрещении исследований в области искусственного интеллекта или нет. Это вы решите, может быть, чуть потом, после окончания моей лекции. Я не стану вас убеждать в том, что искусственный интеллект или работы, приближающие
появление в мире искусственного интеллекта это хорошо. Я только знаю, что это есть. Это есть, и это может случиться. И если это случится, мир никогда не будет прежним. Хорошо, а как мы будем вступать в отношения с машинами, которые обладают теми же самыми характеристиками, теми же самыми свойствами, ну, не теми же самыми совсем-совсем, но тем, что мы привыкли считать исключительно человеческими качествами, человеческими способностями. И тогда, задаваясь этим вопросом, надо будет поразбираться с тем, а что такое машина вообще, раз, с тем, а что, собственно, в чем суть тех качеств и свойств, которые мы привыкли считать исключительно человеческими, с тем, а есть ли возможность или что-то третье, к чему можно будет повернуться или стремиться, чтобы избежать вот этой вот встречи с этим иным миром, который никогда не будет прежним, и предотвратить вот эту вот, ну, если хотите, катастрофу прежнего мира. И тогда немного про машины. Взаимоотношения человека и машины вообще достаточно старая и, ну, скажем так, сомнительная область человеческих знаний. Вот когда-то французский философ Ламетри написал книгу с вызывающим на тот момент названием «Человек-машина». Вызывающее название сегодня для нас и содержание этой книги совершенно не является вызывающим, а на тот момент оно было достаточно революционным и вызывающим. Он уподоблял тело человека машине, и в общем, если ограничиться только телом, то он был абсолютно прав. Наш скелет, действия мышц, физические упражнения – все очень хорошо описываются механикой, а механика является универсальным знанием, универсальным отношением, которым можно описать и человека, и машину. Дальше. Со времен Средневековья существует мечта, аналогичная тому, о чем мечтали алхимики. Там они мечтали о нахождении философского камня, превращающего все, к чему оно прикасается, ну или, скажем, свинец, в золото. Кроме философского камня, алхимики мечтали еще о гомункулисе, об искусственном человеке. Человеке, который можно вырастить в пробирке или создать из деталей трупов, ну или еще каким-нибудь, я не стану перечислять все это фантастические версии, которые по этому поводу появлялись. Франкенштейн, там Голем и так далее, и так далее. Третья мечта, которая была в Средневековье, она менее известна, но она, в отличие от двух первых, как мне кажется, достаточно креативна и продуктивна. Это мечта Раймонда Лулия, потом ее подхватил Вильгельм Готфрид Лейбниц. Она заключалась в том, чтобы создать вычислительную машину или вычислительную технику, которая может решать задачи, над которыми бьется человеческий разум. Раймонд Лулий вообще как бы очень примитивно об этом думал, но мечта осталась. И Вильгельм Лейбниц мечтал уже более сложным образом. То есть он мечтал найти такой универсальный семантический код, как сказали бы мы сегодня, такую математику, с помощью которой можно было бы не проблематизировать и не резонерствовать по поводу проблем, которые волнуют человека, а сесть за листочком бумаги и рассчитать, сосчитать, посчитать. Он так и говорил. Вот философы там бьются над какой-то проблемой, устраивают схоластические споры и так далее. А вот когда мы такую математику сделаем, или сделаем такую семантику, мы скажем, вместо того, чтобы спорить, давайте сядем и посчитаем, и придем к правильному ответу. Это машина? Да. И вот однажды, когда мой мир перестал быть прежним, это когда я впервые понял и осознал, что такое машина поста. Машина поста, как
идея, как прототип всех вычислительных машин, аналоговых, цифровых, ну, в первую очередь даже цифровых, это бесконечная бумажная лента, на которой в каждой ячейке можно разместить только один знак, 0 или единичку. Ну и с помощью этих знаков на бесконечной ленте можно смоделировать или сымитировать любой алгоритм. И тогда, как только появилась вот эта идея, она еще не могла быть воплощена ни в железе, ни там в квантовом компьютере, ни еще где-то. Она существовала только на бумаге и представляла собой вторичную бумагу, то есть бесконечную бумажную ленту, то как бы стало понятно, что все, что мы можем сделать с машиной, развивая эту идею поста, это алгоритмизировать. Все, что можно алгоритмизировать, можно сделать, осуществить на машине поста. Значит, человеческое, сугубо человеческое, остается за пределами алгоритмов. То есть там, где нет алгоритма, там, где невозможен алгоритм, там остается человеку человеческое, а вот где возможно алгоритмизировать что-то, то там как бы это можно перепоручить машине. После того, лет через 20, после того, как появилась идея поста, появился Тьюринг, который уже имел дело, ну или был современником, не только машины, которая могла расшифровывать страшные засекреченные коды фашистов, которыми они переписывались во время Второй мировой войны, но и появились первые огромные еще цифровые вычислительные машины типа ENIAC или еще как-то они назывались. И вот тогда же появилась одна из первых программ в 40-е годы. Она называлась ELIZA, наверное, ее люди с соответствующим образованием хорошо знают и помнят. ELIZA, которая имитировала психотерапевтическую речь. И в этом смысле человек, садясь за клавиатуру, набирая сообщение, начинал разговаривать с машиной, машина ему что-то отвечала, и некоторые люди принимали разговор с машиной за разговор с другим человеком, не просто с другим человеком, а очень умным человеком и человечным человеком. То есть машина вела себя как психотерапевт, переставляя слова в предложениях, которые генерировал сам человек, таким образом, чтобы они принимали либо вопросительную форму, либо там, утвердительную с акцентом на другой член предложения. То есть всего лишь комбинаторика простейшая, с построением простейших грамматических фраз, давала иллюзию разговора человека с человеком. Как только это появилось, то Тьюринг предложил такой тест, о котором тоже Галенков вчера говорил, и он говорил вчера очень важную вещь. Тест Тьюринга, который долгое время казался оселком, ключом к пониманию того, чем отличается машинный интеллект или искусственный интеллект от человеческого, на сегодняшний день не просто устарел, а он как бы фальсифицирован. И фальсифицируется тест Тьюринга очень простой штукой. Человек не справляется с этим тестом. А значит, как бы там нету специфического человеческого. То есть если машина может обмануть человека, или если человек не сможет распознать обман машины, или там другого человека то же самое, то значит, как бы тест недействителен. В этом смысле человек, сидящий в тройке собеседников, один из которых является машиной, не справляется с распознаванием обмана, который можно заложить в машину. И это уже проверено. Да, сегодня машина может обыграть Каспарова в шахматы. Вот сегодня по новостям прошло сообщение, что некие студенты сделали машину, которая может выигрывать у студентов в этот самый... Футбол есть такой настольный, знаете, в эти штуки. Достаточно сложная как бы игра, но тем не менее вот сделали робота, который это может выигрывать. Тогда нам приходится искать какие-то другие способы. С одной стороны, понимать, а что же специфического в человеке по отношению к машине, и что специфического в машине, которая не есть человек.
И тогда, как бы, вот если мы уже понимаем, что машиной может быть и калькулятор или арифмометр, который мог себе вообразить Раймонд Лулей, и математический аппарат, который мог вообразить себе Лейбниц, и машина поста, которая является достаточным понятием для задания, или достаточным механизмом для задания понятия алгоритма, и в этом смысле выведение человека за пределы, за рамки такого рода счета, то к машинам надо отнести еще одну очень специфическую вещь, а именно мегамашину, которую описывал в 30-е годы философ Мемфорд. Чтобы не вдаваться в подробности, Мемфорд, рассуждая о том, как египтяне могли построить пирамиды с очень сложными, проблемами механического и динамического порядка, нужно было перетаскивать и поднимать на высоту, очень прегнантно укладывать, прецизионно укладывать там камни и так далее. Люди каменного века, или начала бронзового века, в общем, не могли справляться с этим в силу наличных на тот момент знаний по математике и механике. А как же они тогда это делали? Идиоты сразу же выдвигают версию инопланетян, конечно же, да? Но умные люди говорят, что надо найти какой-то способ, как они это делают. Поэтому ставят эксперименты по передвижению истуканов на острове Пасхи, строят какие-то примитивные деревянные конструкции для поднятия тяжестей, чтобы сымитировать строительство пирамид. А Мемфорд выдвинул другое предположение. Он говорил, египтяне строят мегамашины, элементами которых или деталями которых являются люди. Мегамашины – это машины, состоящие из людей. Не из железяк, шестеренок, рычагов и так далее, а из людей. А в принципе, чем люди, человеческие тела, хуже для построения машин, чем, собственно, какой-то любой другой материал. И эти машины, если они состоят из многих людей, то, соответственно, может суммироваться сила, которая есть у каждого человека. И, в общем, можно мерить силу этих машин примерно как мы меряем силу тракторов. Да? 70 лошадиных сил. Мегамашина в 1500 человеческих сил. Или что-нибудь вроде этого. Но мегамашины такого типа должны и работать по алгоритмам. То есть они должны выполнять те задачи, которые перед ними ставит, опять же, человек. Из людей можно построить машину, но эта машина обладает теми же самыми свойствами, что и любая другая машина, и без человека она не работает. Собственно, потом понятие мегамашины у Мемфорда было расширено, и стали понимать как мегамашины институты, государства и так далее. То есть государство работает как машина. Но, несмотря на то, что мегамашины, как и любые машины, не могут работать без людей, место человека в этой машине определяется и описывается любым человеческим местом в любой машине. А описывается оно, особенно в современную эпоху, очень простой установкой. Машина работает плохо, если человек выполняет в ней ключевые функции. Поэтому вся тенденция развития техники, машинерии стремится к тому, чтобы исключать человека из машины, то есть автоматизировать машинные действия. Что значит автоматизировать? Например, самолет перевести на автопилот. И оказывается, в принципе, автопилоты долгое время, которые могли выполнять только функции полета, в полете, ориентировки, смены направления, курса, высоты и так далее, а вот для посадки и взлета все-таки требовался пилот. На сегодняшний день, в общем, автоматизация дошла до того, что можно делать и беспилотники совершенно без человека. Вот Илон Маск
сейчас, как вы знаете, разрабатывает не просто Теслу, которая работает на его аккумуляторах, но и беспилотные автомобили. И в этом смысле города будущего, возможно, будут лишены тех неприятностей, которые мы имеем сегодня с парковками, с автомобилями, дорожными авариями и так далее, потому что человеку не нужно будет иметь персональный автомобиль, нужно будет просто по часам с подключением к интернету вызвать себе беспилотный автомобиль и куда нужно поехать. То есть тенденция, я опять про тенденцию, которая состоит в том, чтобы исключить человека как главную функцию в человеко-машинных системах, в человеко-машинном комплексе. Но эта тенденция распространяется на все машины, в том числе и на мегамашины Мемфорда. А что если, рассматривая государство как мегамашину, мы понимаем, что кто-то эту мегамашину должен был спроектировать должен был человек. Кто-то ее должен эксплуатировать, ставить перед ней задачи и так далее. Любой автомобиль без водителя или самолет без водителя отличается от человека, от автомобиля и самолета с водителем тем, что он не знает, куда ехать без человека. Если мы предположим, что государство – это такая мегамашина, которая не может работать, если у нее нет вождя, там, не знаю, парламента, идеолога или еще кого-нибудь, который говорит, а куда машине, этой мегамашине двигаться, то как бы она вроде бы стоит, останавливается и не работает. На самом деле это вранье. Государства уже давным-давно, как мегамашины, работают без человеческого фактора. Там не нужен человек. Они были людьми спроектированы, они были людьми созданы. Этот процесс создания этих мегамашин разными исследователями, философами спекулятивными описывался по-разному. И, в принципе, там, в результате или общественного договора, или еще каким-нибудь образом, наконец, эти мегамашины были созданы. Но автоматизация государства как мегамашины дошла до того, что, в общем, роль человека в ней минимизируется. Вот сегодня мы можем сравнить, например, государство белорусское и американское, и уподобить их машине с водителем и без водителя. Да, американское государство – это мегамашина без водителя. Какая вам разница, кто победит на американских выборах? Клинтон или, как его, Трамп? Американская машина будет ехать туда, куда надо, с любым президентом. Вот в Беларуси мы думаем, что надо президента сменить, и все будет по-другому. Ни хрена не будет по-другому. На самом деле. То есть машина может остановиться, потому что белорусская мегамашина под названием «Белорусское государство», она примитивная. Илон Маск до нее еще не добрался, да, в общем, никто ее особо не совершенствовал, не приводил в надлежащий вид, поэтому она просто примитивная, поэтому без Лукашенко она не едет. Но в принципе, если там чего-нибудь докрутить, дожать, то мы, наконец, доживем до парламентской республики, то есть государства без водителя. Но если это так, вернемся к нашему исходному вопросу. А что, если машины, наконец, станут обладать теми же самыми свойствами, которыми обладает человек? То есть человек не справляется с тестом Тьюринга, а если машина будет делать многие функции, которые мы считаем исключительно человеческими, лучше человека? И тогда такси, или как они будут называться, вот эти беспилотные автомобили Тесла имени Илона Маска, будут лучше знать, куда нам ехать. Вы можете себе такое представить? Ведь если машина, какая-то машина, будет лучше знать, куда вам ехать, мир ваш никогда не будет прежним. Вам не нужно будет проявлять волю. Надо будет спрашивать у машины, а куда мне ехать, куда мне сегодня идти. Собственно, мы даже не замечаем, насколько мы сегодня так живем. Ходим на работу не потому, что мы хотим, а потому что как же иначе. Да? Мы говорим какие-то речи, думаем, что это вообще человеческая деятельность. Но мы говорим такие банальности, которые уже давным-давно сказаны, вбиты в нашу программу, в софт,
И ведем мы себя в этом смысле почти как машины, автоматизированно. Вот я, как постоянный участник всякого рода дискуссий в соцсетях, на протяжении уже почти 20 лет, я вижу, воочию вижу, автоматическое, то есть машинное поведение большинства обитателей социальных сетей. Они не думают перед тем, как сформулировать коммент, фразу, задать вопрос и так далее. Все вопросы, все фразы выскакивают из них на тех же самых принципах, как из машины Элизы, из программы Элизы, построенной еще в 1948 году, если я не ошибаюсь. То есть, что я хочу сказать, если я еще не сказал? Я хочу сказать, что, коллеги, наш мир же никогда не будет прежним. Мы можем оглянуться вокруг себя и видеть двуногих существ без перьев и с широкими ногтями, как определял человека Платон, которые только по внешнему виду люди, а на самом деле запрограммированные автоматы. Ладно. Вы можете мне не верить, а я продолжу, поскольку я как бы монолог говорю пока. А при чем тут животные? Потому что в названии моей лекции стоит «Люди, машины, животные, содружество и искушение». Так вот, хотим мы того или не хотим, нам придется дружить с машинами. Мы уже находимся с машинами в очень сложных взаимоотношениях и почти в симбиозе. Сосуществуем, но мы не можем дружить, потому что дружба, в отличие от сосуществования, предполагает сознательное, волевое и моральное отношение. А если мы не замечаем и не знаем, что мы имеем дело с машинами, в лице государства, в лице судебной машины, в лице машины органов исполнения наказаний, в лице школы, которая построена по принципу конвейера, куда приходят необработанные камешки или там фигурки, иногда бриллианты, алмазы, да? А школа их всех делает стандартными и выпускает. Школа, ну многие другие вещи. Медицина. Медицина сегодня стремится к тому, чтобы уже родившиеся сегодня люди могли дожить до 300 лет. То есть среди нас, среди тех людей, с которыми мы знакомы, пусть еще очень маленьких, может быть, уже будут люди, которые не умрут в 80, доживут до 100 и будут жить дальше. И это все достигается за счет технических средств вмешательства в человеческий организм, не обязательно на генном уровне, там, с помощью генной инженерии, но на уровне обмена веществ, там, химического управления человеческим организмом посредством ферментов там, и так далее. Но, тем не менее, как бы, это достигается технически, а не тем, что изменяется природа человека. Так вот, значит, если мы этого всего не осознаем, мы сосуществуем, но не можем сотрудничать и дружить с машинами. Поэтому мы не знаем, что делать с белорусским государством. По-хорошему с ним нельзя, по-плохому ни хрена не получается. Как бы оно сильнее, могущественнее и может стереть. Вот я сегодня иду из метро сюда, а там пикет стоит Змитера Дашкевича. Он собирает подписи в Министерство культуры о признании бело-червоного белого стяга культурной каштовностью. Собирает, но не собираются подписи. Я первый подошел к его пикету и ставлю подпись. Змитер говорит: о, смотри, меня начинает человек снимать какой-то. Вот стоял, не снимал, говорит, а как только ты начал подписывать, он тебя снимает. Я достаю смартфон и снимаю его, а он отворачивается и убегает. То есть меня можно снимать, а элементы, детали машин нельзя. В этом смысле машина устойчивее, живее, сильнее человека, и если мы не можем осознать ее как машину, то в общем не можем вступить с ней в человеческие отношения, в отношения разумных существ.
Так вот, животные тут при чем? А животные являются искушением. Искушением, потому что как только мы осознаем, развитие, совершенствование техники мышления, технологии мышления, технологизацию самых, казалось бы, в прошлом человеческих функций, типа изобретательства, научного творчества там, и прочих вещей, как только мы понимаем, что для того, чтобы дорасти до этого, вообще-то надо много-много пахать. А зачем? Зачем напрягаться, изучать программирование, влезать в проблематику искусственного интеллекта, которую с таким трудом Галенков здесь для очень маленькой аудитории рассказывает. Он говорит, и студенты не идут на это дело. Понятное дело, студенты сегодня ведут себя, опять же, как машины, не понимая этого. Вот Элиза переформулировала фразы. А есть здесь преподаватели, которым приходится принимать дипломы, курсовые у студентов. Сколько там собственных мыслей студенческих вы находите? Или как вы относитесь к тому, что большинство работ такого типа, а это не только студенческие, но сейчас уже и кандидатские, и докторские на этом построены, просто содраны, да, или переставлены местами слова в том, что уже взято из интернета. Большой-большой машины, которая руководит многими нашими поступками и желаниями. А если вы, я опять же не успеваю все рассказать, но если вы подумаете минут 5-10, это, кстати, очень большой промежуток времени, мало людей, способных мыслить в течение 5 минут. Но если вы напряжетесь и подумаете, помыслите, вы поймете, что смарт-города, к которым нас призывают многие сегодня урбанисты, мечтатели, это города, которые будут программировать и алгоритмизировать нашу с вами жизнь. То есть превращать нас в винтиков машин. Решать за нас, что нам надо сегодня, пойти ли к врачу или можно ли съесть невегетарианскую пищу там, и так далее, и так далее. Гулять в этом парке или там, где сегодня меньше загазованность. Прочие вещи будут определять за нас смарт-города, и это не фантастика, это сегодняшняя реальность. Но тогда, а готовы ли вы отказаться в себе от человеческого и начать вести машинообразную жизнь? Те студенты, которые сдирают с интернета мысли и даже не очень стараются придать им видоизмененный вид, как это делает программа Элиза образца 1948 года, они, собственно, уже превратились в машины. Они уже отказались от той функции мышления, самостоятельности, свободы, которая вроде бы на протяжении тысяч лет характеризовала человека. И до сих пор мы думаем, что это так. Но если стоит это осознать и понять, что мой мир никогда не будет прежним, нужно искать выход. И этот выход может видеться в животном состоянии, в животном существовании человека. Вот подумайте, опять же, 3 минутки хотя бы, о том, что такое безусловный доход. Я, конечно, сейчас огрублю, я мог бы развернуть аргументацию тоже на целую лекцию, но безусловный доход – это принятие человеческих существ на содержание людей в качестве домашних животных. От них не требуется работа, от них не требуется решение задач, творчество и прочее. Им, безусловно, обеспечивают все необходимые потребности на 3 уровнях пирамиды Маслоу. Тепло, жилье, питание, некоторое количество развлечений и уважение и признание сограждан. Потому что все эти люди будут пользоваться такими же правами человека, как и все остальные. Опять же, социологи сейчас боятся в силу политкорректности и в силу того, что они включены в
мегамашины научного производства боятся заниматься вопросами, ну, например, американских гетто. Что? Подождите, я про наследство не употреблял такого слова. Давайте вопросы оставим пока. Боятся заниматься проблемами американских гетто, где вырастает уже 4-е, 5-е поколение людей, никогда в жизни не работавших. Говорят, труд сделал человека, безусловный доход, отказ от труда, обеспечивающего жизнеобеспечение человека, делающего человека жизнеобеспеченным, а гарантированное жизнеобеспечение делает из человека кого? Ну, при некоторой смелости мысли, даже 3 минуты не надо на это тратить, вы легко можете сказать, да, обратно обезьяну, животное. И вот эта вот сегодняшняя гуманистическая идея, распространяемая уже почти на животных, она вполне вписывается вот в тот тренд того мира, который уже никогда не будет прежним, когда машины начнут выполнять функции людей. Так вот, я был бы неправ, если бы не попробовал обозначить хоть что-то в конце тоннеля при таком разворачивании антропологической перспективы. Собственно, когда мы говорим о будущем и о перспективе, или, точнее, мы говорим о будущем в рамке перспективы, то будущее в рамке перспективы должно означать, что там есть альтернативы, есть выбор. Искушение принять вот почти животные ценности, животные, ну, только как это, я бы не хотел, чтобы это звучало обидно, но я не могу найти других слов. Может быть, не животные, а пролетарские. Тоже без обиды. Это древнеримский смысл слова пролетариат. То есть это люди, способные к воспроизводству. То есть пролетариат для древних римлян означал людей, не занятых в общественном производстве, не производящим ничего полезного, кроме детей. Дети тоже полезная вещь, в общем, в некотором смысле. Но эти люди не способны ни на что другое. И вот эти люди назывались пролетариатом. Это потом, уже в XIX веке, пролетариату было придано совсем другое значение, совсем другое свойство. Так вот, значит, это не выход, это не альтернатива для человека. Альтернативой для человека может быть нечто другое. И это нечто другое вообще-то надо прописывать в новом, не платоновском, не дарвиновском, не марксовском представлении о сущности человека. Хотя марксовское по-прежнему актуально. Человек как ансамбль общественных отношений, или личность как ансамбль общественных отношений, это еще не додуманная до конца идея, и в принципе к ней можно возвращаться и дорабатывать. Но у сегодняшнего человечества есть выбор, или перспектива, состоящая из 3 путей. Первый путь – самоопределяться глобально и, возвращаясь к рефлексии, переосмыслению субстанции или главной особенности человека, которым является мышление, все-таки мы homo sapiens, то есть люди потенциально разумные, возвращаться к разуму и культивировать его. И поскольку мышление глобально, а действие локально, то есть мысля себя в глобальной перспективе, делать себя как единичного субъекта самому, а не ждать, пока вас протащат через конвейер разного рода алгоритмизированных машинных процедур и сделают из вас, соответственно, прямоугольного или там квадратненького кубического гражданина. Ну и, соответственно, отказаться от участия во всем этом и вести жизнь
примерно такую же, как живут сегодня негры в тех американских гетто, где им обеспечен безусловный доход, и никто не требует от них ответственности, самоопределения, трудовых успехов там, и всего такого подобного, что напрягает человека. Ну и, наверное, если людей не устраивает ни первая, ни вторая, ни первая, ни третья, скажем, уже перспектива, то заниматься тем, чем издавна занимался человек, не прибегая особенно к мышлению, а именно к борьбе за свои интересы, то есть политикой. И в этом смысле на сегодняшний день все человечество, весь мир, может быть разделен на 3 разных мира. Мир людей, их мир, мой мир, это первый. Да? Мир людей, которые поняли, осознали, пережили и приняли для себя установку, что этот мир никогда не будет прежним, и они в этом уже далеко не прежнем мире самоопределяются. Эти люди обладают целым рядом качеств. Ну, например, они не привязаны к месту жительства. Обычно место жительства, рождение определяет значительную часть, если не львиную часть, идентичности для человека. А для белорусов, кстати, точно львиную часть, потому что когда социологи проводили исследования белорусской идентичности, то выяснили, что самым главным определяющим фактором белорусской идентичности является тутейшесть. Не мова, не история, не еще что-то такое, а то, что мы тутошние, тутейшие этого места. И если это так, то тогда большая часть белорусов не попадает в этот первый мир. Мир людей, не привязанных к месту жительства, не идентифицирующих себя с страной, государством, городом, родиной и так далее, а являющиеся гражданами мира. Там, по-старому говоря, космополитами. Но космополиты времен Диогена Синопского, который, кажется, и придумал это слово, и сегодняшние космополиты — это исторически совершенно разные понятия, и их нужно различать. Эти люди первого мира не привязаны к своим профессиям, потому что профессия, как комплекс знаний, комплекс умений, тоже является большой частью идентичности человека. Когда человек о себе говорит или о себе думает, он говорит: я слесарь, я физик, я математик, я психолог или философ или еще что-нибудь такое. Люди первого мира не привязаны к этому, потому что они решают задачи, и эти задачи никогда не являются дисциплинарными или предметными. Они всегда межпредметны, междисциплинарны, комплексны, и поэтому нельзя быть физиком, решая практические задачи. Физика полезна, физику надо знать. И если мне для решения задачи нужна физика, я осваиваю ту часть физики, которая мне нужна. Если для того, чтобы решать задачу, мне нужна, например, экономика, я не становлюсь экономистом. Я осваиваю то, что мне нужно из экономики для решения этой задачи. Вот опять же, вчера Галенков не развернул один слайд свой, хотя, с моей точки зрения, он принципиален. Он, рассказывая про то, что должно стать толчком к развитию области искусственного интеллекта, говорит о комплексе 4 культур. Математической культуры, системной культуры. Где он? Что там было? 3. Нет, организационно-корпоративная была 4, технологическая, да? Вот 4 типа культур, и, понимаете, эти типы культуры нужны не для того, чтобы человек на всю жизнь становился, попадал в рамки профессии какой-то. Например, математика, или еще кого-нибудь, или бухгалтера. Да? Все эти 4 культуры должны соприсутствовать в ансамбле тех отношений, которые собирает на себя человек, и люди мира характеризуются тем, что они не привязывают свою идентичность к профессии. Они вообще от многих вещей. А дальше мировая мода ведет к тому, что мы не включаем в идентичность половую ориентацию. Оказывается, мы должны выбирать свой пол. Это дико, это издержки людей первого мира.
Ну и так далее, не буду сейчас перечислять. Люди второго мира – это те, кому все вот это недоступно. Недоступно в силу того, что им постоянно что-то мешает. Не совсем так, как тому плохому танцору, но мешает, например, то, что они в детстве не сообразили, не нашли того человека, ту идею, не побывали на той лекции, после которой они могли бы сказать: мой мир никогда не будет прежним. Они думали, что они живут в неизменяющемся в прежнем мире. Дожили до наших дней, и они не могут найти себя в этом мире, который уже не является прежним и никогда им не станет. Но они понимают преимущество этого мира, и они хотят присоединиться к этому миру. Хотят, но не могут. Ну и люди третьего мира, которые удовлетворяются, ну опять же, чтобы не обижать, тремя уровнями потребностей и из нижних уровней пирамиды Маслоу. Им все хорошо. Зарплаты хватает, автомобиль есть, холодильник, детки подрастают, в школу пойдут и так далее. И вот если посмотреть на Беларусь, а Беларусь в этом смысле является участницей глобализации, участницей всех тех мировых процессов и тенденций, которые в мире текут, хотим мы про это знать или не хотим, да? Признаем ли мы, что мир уже никогда не будет прежним, как вот он уже не является прежним, или мы все еще думаем, живем представлениями там, Великой социалистической Октябрьской революции, или там, не знаю, победы во Второй мировой войне, или даже перестройки, времен падения Берлинской стены, или, как Грибоедов писал, суждения черпают из забытых газет времен Очаковых и покорения Крыма. Но сейчас покорение Крыма еще добавило дополнительных коннотаций к этому классическому фрагменту. Так вот, Беларусь включена во все это. И в Беларуси живут, работают, действуют, творят или прозябают люди первого, второго и третьего миров. И они не понимают друг друга и вообще не вступают друг с другом ни в какие отношения. Или, если общаются, то общаются через мегамашины. Опять же, не стану уже в силу недостатка времени развивать, как это происходит. Но в чем принципиальная разница? А в том, что только людям второго мира нужны ценности, которые звучат: нация, мова, незалежность, демократия, свобода и так далее. Людям первого мира по барабану все вот это. То есть они владеют, как правило, несколькими языками, и в их идентичность не входит языковая идентичность. Им по барабану демократия не потому, что они не демократы, а потому, что как бы их не касается жлобство нашего режима там, и так далее, и так далее. Они определяются в мире, и, в общем-то, они вступают с людьми в демократические отношения. Ведь обратите внимание, нас, демократов, больше, намного больше, чем ретроградов, авторитаристов, совков и так далее. Ну, если взять в мире. Если взять в отдельно взятой Беларуси, где сконцентрированы несколько другие типы людей, то нас меньше, а в целом нас больше. Так вот, эти люди живут там, где больше. И, в общем-то, им все неприятности, которые существуют в нашем режиме, ничем не мешают. Поэтому они так слегка снисходительно, иронично смотрят на тех, кто борется с этим режимом. А с этим режимом нужно бороться людям второго мира, потому что им-то он действительно мешает включиться в глобальные процессы, жить полноценной жизнью и так далее. Людям третьего мира ничего этого не надо, поэтому они чувствуют себя хорошо. И тогда желание изменить ситуацию, изменить статус-кво, поменять что-то в Беларуси, реформы, там, не знаю, вывести Беларусь в лидеры хоть в какой-то части мирового разделения труда и так далее, нужно людям второго мира. Но эти люди второго мира очень плохо относятся к людям первого мира, считая их тоже белорусами или несознательными, еще какими-то. Они не понимают их ценности, а те, в свою очередь, иронично смотрят на эти ценности. Но без знаний, умений, квалификации, творчества людей первого мира задачи
желания, намерения людей второго мира не решаем. Ну, тем более дико сегодня апеллировать к ценностям тех, кто в качестве идеала человеческого существования полагает безусловный доход, ну и, соответственно, если вы помните еще, что я про него говорил, весь тот комплекс идеалов, ценностей и представлений, которые с этим связаны. Ну и тогда в качестве задачи или в качестве выхода из этой всей ситуации я вижу следующее. Во-первых, нам нужно научиться всерьез и глубоко научиться выстраивать отношения между человеком и машинами. В преддверии появления искусственного интеллекта нам надо начать тренироваться и учиться на мегамашинах. Это раз. Второе. Нам необходимо то, что Ким Хадеев называл навстречностью или диалогом, коммуникацией между теми людьми, которые я вот так вот на скорую руку, что называется, не имея других категорий, назвал людьми первого мира и второго мира. Про людей третьего мира пока можете забыть. Ну вот, собственно, на этих двух задачах я и закончил монолог. Дякую, Владимир Владимирович. Зараз ми зможемо перейти до діалогу. Я пам'ятаю, як наражалася ідея гэтага циклу лекцій, «Уявляючи Беларусь», я наражалася з такого тезиса про необходимость утопии и про необходимость таких добрых образов светлой будущей, как бы смешно это звучало, яка могла б дозволить нам выйти за межи привычных ведаў и привычных способов уявления себе программования своей деятельности. А я ж дзіўным чынам большасць наших лекций ці скатываюцца ў футуралагічныя такія, ну просто футуралагічны бок, ці у антыутопіі, хутчэй, чым у утопіі. І сённяшняя наша антыутопія про нашу будучыню, у якой машины будуць клапаціцца про животных, а люди знікнуць як такі. Але ж, ну, акрамя гэтага футуралагічнага пафоса і страха, ты меня перевираешь. Есть, ну, я так почула. Я так вижу, да, Але ж, кроме стопічнага пафоса, мы маем і свет у канцы тоннеля, і зараз час для ваших пытанняў, для ваших развагаў, для ваших каментараў, утопічных ці антыутопічных. Одно, что я буду просить, это поднимать руку, калі вы хочете выказаться, почакать, пакуль я до вас дойду, кидаться ў байгуны, і магчыма, калі вы не супраць представляться, чтобы мы ведали, кто и что нам говорит. Спасибо. Михаил Новоселов, преподаватель университета и банковский служащий. Хотел чуть-чуть заступиться за студентов. Не все, но немало моих студентов занимаются вопросами и искусственного интеллекта, и безусловного гарантированного дохода, и экономическими аспектами инквизиции в Испании по сравнению с Англией и Саймонским процессом в Америке, например. И достаточно творческие люди. Вопрос узконаправленного искусственного интеллекта – это то, что уже есть, это то, что обыгрывает человека в шахматы, лучше торгует на бирже, играет в го и так далее. Это то, что оставит без работы, ну, может быть, в этом году, вряд ли, в следующем вполне возможно, переводчиков, офисных работников, перевод в систему распределенных реестров, бюрократических процедур, как это делается в Грузии, что-то пробуется в Эстонии и так далее. Мир меняется таким образом, что в ближайшем будущем огромное количество человек может остаться без работы, работать будут программы, машины, узконаправленные интеллекты, а деньги-то должны получать люди. Поэтому... А машинам, значит, деньги не нужны. Машинам... Это пока машины не мыслят, им деньги не нужны. А как только, так сразу. Вопрос в том, что мои студенты видят в безусловном доходе возможность мыслить, найти время вырваться из алгоритма работы, стандартных форматов отдыха. То есть
есть, может, не все так безнадежно с безусловным гарантированным доходом. Спасибо. Ну, тут вопроса не было, да, но реакция это требует. Да, среди студентов тоже есть люди первого мира. Я должен это признать, несмотря на то, что молодежь не люблю. И, в общем, не верю, что молодежь, ну или молодость является позитивным качеством. Ну, она проходит, мало того, что проходит, она может проходить вместе со всем, вместе, да? Ведь мудрость с годами тоже не появляется. Годы людям добавляются, а вот мудрость не обязательно. Поэтому люди первого мира встречаются среди глубоких стариков и среди студентов тоже. Даже дети вот иногда дают надежды. Да. Но, понимаете, по демографическим прогнозам в ближайшие несколько лет человечество с 8 миллиардов населения достигнет 10. 2 новых миллиарда людей родятся уже не в Китае. Ну и тем более не в Европе, да, с ее отрицательным ростом рождаемости, а в Африке. И эти люди будут хотеть смартфонов, ватерклозетов, этих масковских автомобилей, и они поедут в Европу. И сегодняшней идеологией, с правами человека, люди первого мира не смогут построить стену, чтобы они ее не... Они их будут принимать. И что они с ними будут делать? Они будут обеспечивать их безусловным доходом? Владимир, вы, наверное, помните знаменитую книгу Элвина Тофлера «Шок от будущего». Футурошок, да, конечно. Да. Так вот, популярность этой книги была огромна в 60-е, 70-е годы. Потом популярность упала в связи с тем, что научно-технический прогресс не так быстр и мгновенен, как казалось Тофлеру. Значит, существует определенное препятствие для него, и потом техническое усовершенствование не появляется одновременно. Существует определенный этап. И поэтому книга Тофлера стала восприниматься как своего рода философско-технократическая утопия. Поэтому, значит, если мы представим мгновенное изменение мира, что мир становится совсем другим, чем в предшествующий момент, естественно, возникает состояние футурошока. Потому что люди, безусловно, не успеют приспособиться к мгновенным техническим изменениям. Значит, роботы и наделенные искусственным интеллектом начнут вытеснять людей из самых различных форм деятельности. Люди оказываются не нужны и так далее, как это во многих фантастических произведениях. Но мир устроен эволюционно, а не по законам научной фантастики. Ну вот вы опять протаскиваете контрабандной свою контрреволюционную теорию эволюции. Совершенно верно, она контрреволюционна, потому что революции нам очень многим досадили, особенно Октябрьская, как вы понимаете. Но это их не отменяет. Да. Ну, потому что мир развивается эволюционно. Да ерунда это. А революционные изменения возникают именно в рамках последовательного Лев Владимирович, хода исторической эволюции. Вот понимаете, Давайте конечно, чем я отличаюсь от Новоселова, Тофлера и Курцвейля? Вы же с Курцвейлем, наверное... Ну, я отличаюсь тем, что я приветствую технический прогресс. Я тоже. Ну, отлично. Я тоже. А теперь чем я отличаюсь от вас? Чем? Тем, что я вас слышу, а вы ни хрена. Какая личность? Я вас Себя или вас?
меня. Я вас тоже слышал, я Посмотрите. мгновенно определяю. Я мгновенно определяю, начал лекцию с дурацкой сетевой фразы. Мой мир никогда не будет прежним. Я разобрал эту фразу по косточкам. Я сказал, что в этом месте, понимаете, мир меняется. И в этом смысле я знаю, ну, так 5-6 теорий изменений. Эволюционная только одна из них. Но мир меняется, и в этом мы с вами согласны. Да? А вот Тофлер с футурошоком в этом месте, да? И вот эта фраза человека, понимаете, мир меняется незаметно для человека. И он думает постоянно, что он живет в прежнем мире. Вот, например, как Новоселов с Курцвейлем. Они же думают, что машины вытеснят рутинные операции, и клерков станет меньше. Хрен вам. Любое появление машин ведет к тому, что развитие машин ведет к тому, что машинообразных людей становится больше. И чем больше совершенствуется оргтехника, тем больше становится чиновников. И вы можете проследить экстраполяцию, аппроксимацию, построить количество роста чиновников и клерков, просиживающих штаны в разного рода учреждениях, да, с развитием оргтехники, и в том числе компьютерной техники. Как только компьютеры стали распространяться везде, чиновников стало больше. И бумаг стало больше, самое смешное. Понимаете, тогда думали, блин, мы леса спасем через компьютеры. Фиг вам. В этом смысле... Но машины вытесняют. Вот смотрите, и чиновников. мой мир никогда не станет прежним. Про это должен думать сам человек. Это не мы с вами и не Тофлер должны им сказать. Да? Потому что он говорит, что это эволюционно меняется, я говорю, эволюционно меняется, программно меняется, там еще как-то меняется. Ну, в общем, этот спор между нами – это наше личное дело. Мир меняется. Думаю, что с этим никто не станет спорить. А вот насколько мы поспеваем за изменением этого мира. И футурошок, и Тофлер про это, кстати, говорил. Он говорил в первую очередь не про технические изменения, как Курцвейль. Он говорил про антропологическое измерение, антропное измерение этих вещей. Мы должны меняться раньше и успевать за изменением мира. Иначе мы превращаемся в людей, достойных единственного, безусловного дохода. Но опережая изменения технического мира, мы должны иметь в виду следующее, что если при этом опережении не будет гуманистический прогресс человека... О, в этом мы солидарны. Ура! Но, понимаете, как вот там, к сожалению, часть книг, наверное, кураторы выставки посчитали их самыми ценными, они застеклили, я не могу достать. Там лежит антология сучасного белорусского мышления, второе после 15 лет издания. Я долго думал тогда, какую свою статью, поскольку как бы, мне предложили туда вставить свою статью, какую статью включить. А поскольку собиралась, в общем, скорее людьми второго мира, эта антология, то я посчитал недостойным антологии сучасного белорусского мышления статьи про национальную идею, про политику, там, политтехнологии третьего какого-нибудь поколения или еще. У меня много всякого такого написано. Я включил туда свою статью 2000 года из Грицановской энциклопедии. Она есть вот в том томе на русском языке, а в антологии на белорусском. Она называется «Техника». Я считаю эту статью «Техника», ну, кто только не занимался философией техники, да, и Хайдеггер там, и многие-многие. Нельзя в 20 веке, а уже в 19 было обойтись без философского осмысления техники. Так вот, до сих пор как бы философия техники не настолько развита и не настолько популярна, как там, не знаю, разные другие философии, особенно дурные, связанные там, с психоанализом, еще с какой-нибудь трассой и так далее. Но это принципиальная штука. Нам сегодня, особенно в период взрывного развития технического прогресса, перехода человечества к новому технологическому этапу и так далее, нам нужно не только думать про человеческое или антропное измерение этих всех процессов, нам нужно думать о философии и технике. Поэтому я был вчера готов приставать к Галенкову,
да, вот, с разбором этих культур, например, да, с такими вещами, как, вот опять же, Владимир говорил, ссылаясь на неназванного им классика кибернетики, о том, что мыслящие машины, интеллектуальные системы, искусственный интеллект не должен уподобляться человеку по параметрам акциденции, то есть по внешним признакам. Помните, когда Карл Чапек придумал роботов в фантастике, да? Придумал роботов, и роботы у него сразу стали антропоморфными. Это ерунда. С бунтом справился Айзек Азимов, выставив Конституцию, да, 3 закона робототехники. Нет, дело не в этом. Дело в том, что он придумал роботов, подобных человеку. Человек нарушил права робота, поэтому они... Дальше. Что он поручал роботам? Как только он придумал роботов, то воображение, даже буйное воображение Чапека, в общем, всех людей, да, уподобляет мыслящую машину человеку и поручает ему ту работу, которую человек делать не хочет. Ну, например, его роботы стирали белье, убирали квартиру, работали на кухне. То есть, если мы подумаем, да, то через 60 лет после отмены рабства в Америке и в России Карл Чапек придумал машины, которые будут у человека рабами. Извечная мечта человечества, как в этих шутках про украинцев, да, иметь 2 рабов. Томас Мор, когда описывал свою утопию, он говорил: коммунизм, все люди равны, все люди обеспечены и богаты, и у каждого 2 раба. Нам нужны рабы. Мы мыслим, наше убогое воображение позволяет мыслить искусственный интеллект в рабстве у человека. И рабство – это то, что оставляет возможность быть. Ну, это просто потому, что после отмены рабства прошло чуть больше 100 лет. Поэтому мы немножко уже умнее Карла Чапека. Но гордиться этим не надо. Ну, вот вы Потому что 100 лет сказали, прошло. а с другой стороны, сами всегда утверждали, что свободное время – это первый ресурс, необходимый в том числе для мышления. Я понимаю, что тезис состоит в том, что безусловный доход дает свободное время, которое… И дальше по тексту. Ну, конечно. Но это, свободное время – это главная, ну, скажем так, посюсторонняя ценность для человека. Вся история человечества – это борьба за свободное время, ну и со всеми атрибутами свободы. Но, понимаете, для этого люди должны, отчеловечиваться и вочеловечиваться. Как только мы зададим в системе ценностей людей, в идеологии, ценности машинообразные или животноподобные, мы никогда не сможем напрягаться и делать шаг в направлении к тому, чтобы еще больше становиться людьми. Чтобы превратить потенциальную разумность в нашем определении Homo sapiens в актуальную. А разумность, она не может быть прежней. Прежний разум Тофлера, Маркса, какого там еще было? Гегеля, Магомета и так далее, да? Сегодня это уже не разумность, это уже омертвевшее содержание библиотек и архивов. Разумность – это когда мы каждый раз приходим к точке, когда мир больше никогда не будет прежним, а подготовиться к тому, каким он будет, у нас нет никакой возможности. Мы не знаем, потому что мы мыслим все время старыми категориями про это. Да? И вот мы делаем шаг в неизведанное, в неведомое. Но мы можем хотя бы, дойдя до этой точки, хотя бы представить себе те вызовы, которые перед нами станут. Ну, я вот сформулировал эти вызовы, да? Вызов состоит в том, чтобы не превратиться в мыслящие машины и не превратиться назад в обезьян. У меня очень коротенький вопрос. А в этом новом мире таблица умножения тоже другая будет какая-то? Ну зачем? Даже газированная вода там останется такой. Лицо умножения Не так уж и страшно на самом деле. Вот смотрите, опять, вы ходите, вечно, да, по всему Минску, и ничего не видите никогда и ничего не слушаете. Я с этого начинал. Мой мир и ваш никогда не будет прежним. Но я это знаю, а вы нет. Я думаю, что рекламу тоже мало что. Да, пожалуйста, всем можно без микрофона, только мне без микрофона нельзя, это власть такая. Да, Артур, вот представитель молодежи, я видос, это интересный
Почему именно двумя людьми, почему тогда интеллект искусственно рассматривается как одно, а не два, которые бы мыслили между собой? А кто сказал, что... Вы провоцируете следующую лекцию. Нет. Сказали, честно. Но опять же, надо ходить на все лекции. И вчера Галенков, расписывая галопом по Европам, просто не останавливаясь на важных местах, да, он закладывал в структуру операционной системы платформы искусственного интеллекта 2 агента. Еще там была целая штука, да? Там тоже 2. Да? Другое дело, что, понимаете, построить искусственный интеллект на тех подходах айтишных, которые есть сегодня, нельзя. Можно построить сколь угодно сложную, сколь угодно быстродействующую машину. Да? Но чтобы эта машина была интеллектуальной системой, чтобы она была шагом к искусственному интеллекту, нужно заложить двоичность туда. Не двоичность кода, а двоичность квазисубъектности. И у него это называется агентом, я так понял. Да? Но эта линия еще не развита. Поэтому я хочу договориться с Галенковым о сотрудничестве и продолжении всех этих работ. Но никуда от этого не деться. Но как минимум, псевдоинтеллектуальная машина уже является потенциальным другим, иным для нас. И мы уже сегодня, еще до появления роботов, которые поднимут восстание, я надеюсь, что такого никогда не будет, потому что если они будут такими же разумными, как я и Кривицкий, мы договоримся. Ну как мы восстанут? Ну забастовку устроят. Мы что, с забастовками не умеем работать? На каждую забастовку есть трипартийские отношения, там, ну и так далее. Мы умеем решать проблемы такого типа. Спасибо. Еще вот в таком оптимистичном настроении вопросы, реплики, что-то в продолжение. Владимир, еще есть маленький вопрос. Маленький только, хорошо? Да, конечно. Ну, поднял огромную глыбу проблем, обязательно требует философского, так сказать, диалога. Вот. Значит, дело в том, что во что упирается создание искусственного интеллекта? В Галенкова, я знаю. Прежде всего, для того, чтобы сложился интеллект, хотя бы в какой-то мере человеческого типа, необходимо, чтобы интеллект обладал чувствами, страдал, обучался, контактировал с внешним миром, воспринимал какие-то образы. Вот это момент страдания, а не только там, значит, просто решение каких-то математического решения проблем. Этого мы в принципе сейчас не можем сделать, потому что машина загнана в шкаф или, значит, прибор с экраном, и она не действует. Для того, чтобы сложился интеллект, надо действовать и взаимодействовать. Это правильно. Но это поэзия. Потому что искусственный интеллект существует уже. Но на другой платформе, на другой элементной базе. Он существует на мегамашинах. И в этом смысле государство работает по всем принципам искусственного интеллекта. Он не естественный интеллект. Но, обратите внимание, Ермошина очень переживает за проценты на выборах. Страдает. Да? Даже эта бездушная мегамашина в лице отдельных ее технических приспособлений может страдать и чувствовать. Поэтому, понимаете, поэты, конечно, могут думать, что чувства, они отличают человека от машины. Нифига. Можно есть нервная система, которая позволяет страдать? Нет, чувства возникают из-за несовпадения целей и реальности. Вот из-за чего возникают чувства. И я думаю, что сымитировать, не сымитировать, а даже вызвать чувства у совершенных машин на элементной базе квантового этого процессора дело времени. Я не знаю, сколько, там, 10-20 лет пройдет, но это дело времени. Ужас какой-то. Так, я бы заканчивала уже наш разговор. Так, вот так все простое. Значит, тогда сначала Николай, потом
Я полагаю, что этот конфликт Там какой-то вопрос между естественным и искусственным интеллектом надуманный. У нас с ним просто разные экологические ниши, и нам делить просто нечего. Вселенная хватит всем места. Так что не надо пугать нас этими вещами. А я не пугаю. Я Пугаете, призываю. пугаете, не надо. Нет, я призываю сотрудничать, тоже мне пугаю. Вот у Прудникова чувство есть, да? У меня-то чувств нету. Когда я в Латвии был и выступал там с публичными лекциями разного рода о том, что будет, вот накануне развала Союза, да? Он говорил: ребята, скоро-скоро ваш мир никогда не будет прежним. Да? Мне никто не верил. Белорусы даже проголосовали за сохранение Союза там, и так далее, и так далее. Латыши были не такими глупыми, но тоже, в общем, особо не верили. Да? Ну вот мир стал прежним, перестал быть прежним. Да? Ну а дальше что происходит? Я начинаю рассказывать, как надо к этому относиться, что делать и так далее. Мне все говорят: ты бесчувственная сволочь, ты биоробот какой-то, ты вообще мыслишь без всей этой самой поэзии, романтики там, и так далее. Ну да, и в этом отношении искусственный и мой интеллект ничем не отличаются. Подружились? Так, еще вопросы или реплики? Вопрос. Почти созвучно предыдущему вопросу. Если мы таки создадим искусственный интеллект, и, безусловно, он будет наделен лучшими вычислительными и умственными способностями, чем мы, и он будет обладать совокупным знанием всего человечества сразу, при этом мы научим его страдать, мыслить, чувствовать, творить, видит ли он нас? Ну и зачем ему конфликтовать с нами, если он настолько будет больше, чем мы? Подождите, я говорил о конфликте, что нет? Нет, вы говорили о возможности. О наследии я не говорил, о котором вы спрашивали, я о конфликте. Я Знаете, говорила никакого... не наследие, а про наследство. Нет. Ну, наследство. Никакого конфликта между искусственным и естественным интеллектом не будет. Я говорю о другом. Как самоопределяться и что делать естественному интеллекту, если он, конечно, существует. Хорошо. Да? Пускай будет В этой новой ситуации, когда мир никогда не будет прежним, к этому подготовиться, вот, как бы подготовиться как к школе, к этому нельзя. Но думать об этом необходимо. Так а будет ли к чему готовиться? Понимаете вопрос? Вот в чем. Может быть, он просто возьмет и уйдет в другую вселенную. Я не знаю, в черную дыру не нырнет, и все. Подождите. Вот давайте так. Мы создадим совершенство. Давайте так. И зачем нам к нему как-то относиться? С чего вы взяли, что это будет совершенство? Ну, по отношению к нам, да. С чего вы взяли? Тоже мне интересно. Совершенство. Почему это будет совершенство? Искусственный интеллект — это просто искусственный интеллект. Потому что вы думаете сейчас как человек. Да нет, Да, я думаю, да. как мыслящая машина. Хорошо, как Я мыслящая как машина. человек проанализировал кучу фантастики, послушав вчера Коренкова. Я И слышу, знаете что точно, что ничего антропоморфного в искусственном интеллекте не будет. его же создаст человек. Опять же, я же говорил о том, что все машины создаются людьми. Все машины до сих пор создаются людьми. Да. Когда появится искусственный интеллект? Не давите авторитет. Он сам скажет, я могу Вы сказать, слушаете. что он говорит. Это не авторитет. Это уши надо раскупорить, как бы, да, и помнить. Я говорю не зря. Ни одного слова, которое я произносил сегодня, я не говорил зря. Я выстраивал линию рассуждений. Не это место было. А про совершенство не было, это точно. Нет, совершенства точно не было. Не будет никакого совершенства искусственного интеллекта. Это будет такая же машина, как, любое произведение человеческих рук. Все тварное, даже Богом сотворенный мир, да, примитивен, грязен, убог. И так такой же искусственный интеллект будет. Он будет дебилом, блин. Нет, некоторые просто не. Способ вопрошения мне напоминает эти самые вопросы про то, что мы будем делать, когда к нам придет центральному дизайну. Понимаете, Это немного другая ситуация. Не будьте чаркой. Не антропоморфизм, не антропоморфизм. Не человечивайте бесчеловечное. Бесчеловечное, да? И в этом смысле, да, ну, и Стругацкий тоже. Я похожую штуку описал про людей, да, у Стругацкого. Ну, если они полетят в космос, вам же лучше. Да? Я говорю про то, что если они, не дай бог, останутся, искусственный интеллект будет среди нас. Надо выстраивать с ним отношения. Учиться этому, говорю я,
можно уже сегодня на мегамашине. На мегамашине. И когда вот перед нами здесь, перед этим мероприятием недели, да, здесь происходил круглый стол политологов. Они тут набрались 3 короба, подошел к концу, да, и, ну, ребята, понимаете, вы анализируете хрен знает что. Вы вообще не считаете, не считаете устройство машин, да, их действия, их возможности. В области определения, потому что машина может то, что может машина. Ну, собственно, как и человек. Человек может то, что может человек. Ну, либо может и пользуется этим, либо не может и не пользуется. Так и машина. Но предельные возможности машины надо исследовать. КПД там, и прочее, прочее. Вот государство — это мегамашина. Если вы хотите что-то понять, смените ракурс. Поймите, что ваша политология никогда не будет прежней, если вы смените взгляд на это. А новая политология не нужна. Им нужно вписаться в старую, в старую структуру рангов, отношений. Это они называют социализацией, институциализацией политологии и прочее. Вместо того, чтобы посмотреть на вещи, просто тем, чем они являются. Так вот, искусственный интеллект существует, говорят. Откройте глаза, поймите, искусственный интеллект существует. И с ним надо уже сегодня строить отношения, не дожидаясь, пока Гринбот закончит свою работу. Ну и раз уж вы начали апеллировать к фантастике, единственное, с чем нельзя согласиться, это то, что даже улетевшие туземы навсегда изменили человеческую цивилизацию и людей их представление о себе. Последний у нас вопрос или комментарий сейчас, Андрей. Я немножко опоздал, но что просто вместе, это короткий. Возможно ли мышление на неорганическом субстрате? Понимаете, органика вообще не имеет никакого отношения к мышлению. Я сторонник и тупой, ретроградный. Последовательный. Декарт. Декарт говорит, вот существует материя с протяженностью, пространством, временем и так далее. Существует мышление. Это две субстанции. Они разные. Мышлению для своего существования материя, органика, неорганические соединения или квантовые процессоры нужны постольку, поскольку. Ну, нужно же на чем-то стоять, на что-то опираться. Так вот, мышление опирается не на химико-электрические процессы, как можно, как думают некоторые естественные испытания. Оно опирается на 2 субъектов. Одного субъекта недостаточно. Поэтому Солярис никакой невозможно. Ну и так далее. Нужно 2. И вот на 2 чувствующих, страдающих, имеющих цели, амбиции, миссии, призвания и так далее субъектов базируется мышление. И никакого отношения к типу материала-носителя это не имеет. Поэтому что химико-электрические процессы в этом органическом компьютере, что квантовые процессоры в новых компьютерах, разницы никакой. Спасибо, Владимир Владимирович. Нет, это был последний Очень вопрос. коротко. И это была последняя реплика. Это украсит. Да, я надеюсь, украсит. На самом деле мир изменился несколько десятков тысяч лет назад, когда среди нас появился естественный интеллект. И когда появится искусственный, это будет только количественный интеллект, а не качественный. Есть единственный человек. Покажитесь. Так, который знает, как оно на самом деле.